Арктика сайнес Рушияны видео могой школа перьины комеш унжик и шом. Тайлы чернитесны Воркутан Рушияса президентес Петкадлыш Юрий Трутнев, Илы Асывов да Арктика Сомвадан министр Алексей Чекунков да Коми Республика Саюралыш Владимир Уйба. Пашки Джуркачина Юзлен Воркута Воломилыш, Миян Воджимуныш сюжетен. Медвоч десант муна Югьягинской и шом куйланына. Таны и шом саперьёны сычущана вось санок, воджин тайлыш вещек эзмыв павны. От таны кычдыдлы нелямын градусыч, самонтатчус уджалыще состоя эз повжёд. Здесь запустили мы в 2000 году, значит, и этот угольный разрез добыл 10 миллионов тонн водной массы за этот период времени. Всего сейчас в данный момент в компании работает 6 тысяч сотрудников, на единственном угольном разрезе работает 106 человек. 3 машины в комплекте, общий объем добычи годовой это 250 тысяч тонн. Ценная марка К, которую мы отдаем, ее производство, и сейчас уже на новой территории тоже с нашего разреза начал уголь уходить. Значит, 2 маршрута в месяц мы отдаем. Карьер уджала кык щурсады вощань. Озырлун куйланылан пачтас куим километра, кучтас вид. Ужья станемунан дугдывтык. На данный момент мы работаем на участке Вилм, Восточно-Нигинской мульды. В ближайшие 3 года карьер будет работать именно здесь. Запасов, которые поставлены на баланс, порядка 2,5 миллионов тонн. С добычей, которая есть на данный момент, мы будем работать еще примерно около 10 лет. Работают на разрезе 12-кубовые экскаваторы, 90-тонные самосвалы, бульдозера и буровые станки. Работа никогда не прерывается, работаем постоянно, круглосуточно. Отсюда уголь выводится на промышленную площадку, отгружается в вагоны воркутинским транспортным предприятием и перевозится на Печорскую обогатительную фабрику. Воркутаса геолого-промышленный районын расчияла маты вид процент и шум, тай 0 миллиард тонн нагагар. Тай иныс счета уна мопышса озырлун, мыйколы роч войвов да шир россиян, а Воркута уголь странан медыджит омыс яспиш эти. Хочу сказать, что, наверное, впечатление можно разделить на 2 части. В первой, совершенно точно, республика имеет все возможности развиваться. Есть проекты, которые можно реализовать. Есть очень немало задач, которые решать надо. Есть и препятствия, как в любом развитии. Если говорить о, например, том же водоводе, с которого мы сегодня почти что и начали визит, нужно полный анализ наиболее эффективного способа водоснабжения города. Как это сделать? Вот артезианские скважины. Сколько это стоит? Дадут ли они необходимое качество воды? Какие могут быть в связи с низкими температурами, скажем так, искажения? Вот переход на новые технологии, потому что трубы вот такие, как у вас, замотанные едва ли не телогрейками. Это даже не вчерашний, это позавчерашний день. Да. Сейчас есть другие возможности держать тепло в трубопроводах. Надо проанализировать все возможности. Эти варианты представить правительству, обсчитаны. Надо найти соинвесторов. Далее, по социально-экономическому развитию. Я исхожу из того, что есть направления, по которым республика может развиваться. Это и лес, и полезные ископаемые, и туризм, и многие другие. Так вот, мы хотели бы, чтобы была подготовлена программа, в которой каждое из этих направлений не просто там вот расписано, куда движемся, а конкретно. Какие месторождения, сколько человек, какие объекты, сколько надо денег. Да? Полный анализ со всеми источниками развития. Потому что то, что республике надо развиваться быстрее, лично у меня сомнений не вызывает. И то, что возможности такие есть. Поэтому, очевидно, мы объединим усилия. Я попросил Министерство по развитию Дальнего Востока, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, естественно, руководство республики. Мы исходим из того, что такую вот программу развития республики можно подготовить за месяц, рассмотреть ее в правительстве, посмотреть, что должно сделать правительство для того, чтобы это стало былью. Ну вот ровно так и будем поступать.
Вичтачисны и регион сагырыч промышленникес и шумдавыр переработайтан туевич петкадущес. Тычанам и комин Арктикаса иньесен эмнин комын как инвестор. Шуам интаун вопомыч заудитас ужавны карбид кальций да ферросплав омыс. Кутас навычны удобрение. Або ыджидно бур учтас эм и кыр виджан туевижен. Могмады на детсад школа да больничес кыр яен. А нышта вой вылыньё наколы постнедым из. Таес чышмы впаланы сымыднытаны. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить Юрия Петровича, Алексея Олеговича, потому что на самом деле сегодня это первый визит Юрия Петровича в республику и в качестве вице-премьера. Вот. И сказать, что действительно мы сегодня получили очень такую хорошую прививку на то, как обобщить все те наработки, которые мы сделали. Самое главное, превратить их в финансово-экономическое обоснование и вот в течение месяца, срок поставленный Петровичем, отработать совместно с коллегами с Минвосток развития и действительно через месяц общую уже слаженную картину доложить и получить. И сегодня уже поддержка есть. Просто получить уже поддержку целостному проекту. Асо Россиян ылы асывывда Арктика сылмыдан министр Алексей Чекунков пасис воркута сылмыдам черти уджьяс паншиснин та бощис Восток Госплан Котер. Это документ не просто градопланирования, не просто документ, как будет меняться город. Это экономический документ о том, как диверсифицировать экономику города, как создавать и развивать новые отрасли. Мы находимся в здании Воркута угля. Вот сейчас это знаменитое предприятие, которое 1 миллиард тонн угля уже добыло с 1932 года. Ну, конечно, жители Воркуты, жители Республики Коми и в целом жители нашего севера ожидают более интересную, более, наверное, разнообразную экономику, и цель мастер-планов как раз является в том, чтобы было больше производительных рабочих мест с хорошей зарплатой, вследствие чего менялась среда для жизни, более комфортным становилось непосредственно качество жизни в арктической зоне. Пачкаджика Воркутан аджишлымда щорнча мясилыш вишталам пекнича детали недели учтасын.